Мы завязываем солома, разноцветные ленточки для того, чтобы своими разноцветными цветами приглашать сюда своих гостей. И когда они будут приходить к нам, они тоже завязывают свои ленточки на солому и загадывают свои желания. За несколько часов до начала последнее приготовление и генеральная репетиция главного действа праздника – торжественного открытия. В Исэхе в той или иной степени задействованы почти все верхневилюйцы. Именитые земляки, живущие в столице, тоже не остались в стороне. Скульптору Николаю Чучасову, оперной певице Феодосии Шахурдиной предстоит исполнить роли прародителей знатного рода этих мест. А пенсионер, мастер народных инструментов Пантелеймон Борисов выступит в роли старца-шамана, который должен дать разрешение жителям Срединного мира устроить Исэх именно в этом месте. Хотя артисту Народного театра не привыкать выступать, все равно волнуется. Театр Олонхо, Саха-театр вместе – это волнительно. Ага. Мы все такие вот улусные, деревенские, так сказать. Уар Тимофеев готовится выйти к землякам в роли богатыря. Роль тоже небольшая, но ответственная. Я очень рад и, конечно, волнуюсь, как все. Все очень стараются, очень смотрю, вот, очень все красиво стало, построили новые объекты. Вот. Сейчас до этого Манчары, Верхнеуфалейск очень развивается. Наше село. К Исэх-Олонхо жизнь в селе действительно оживилась. Построены и отремонтированы километры дорог, жилые дома, другие социальные объекты, благоустроена набережная. Вот на таком необычном пока для Якутии виде транспорта будут возить гостей праздника Олонхо. Можно вас остановить, пожалуйста? Как вам новый вид транспорта? Ого, хорошо. Ага, вам Хорошо. как? Тоже. Но было бы что-то там не сильно организовано, мне кажется. Народу много желающих. Ага, много. Желающих посетить Исэх-Олонхо так много, что даже мест в такси до Верхневилюйска уже нет. Все хотят прикоснуться к самому масштабному событию в год столетия республики. Мы очень надеемся, что наши гости получат представление о нашем эпосе Олонхо, о нашей культуре, о традициях. И с нетерпением ждем наших гостей. Главный смысл же праздника – сохранить, приумножить и передать следующему поколению нашу ценность Олонхо, признанный шедевром нематериального творчества человечества. Здесь же пройдет международный фестиваль встречи шедевров ЮНЕСКО с участием зарубежных гостей и регионов России. Впереди 2 дня праздника. Гости и жители Верхневилюйского района примут участие в церемонии встречи солнца, увидят традиционные республиканские конкурсы мастерства, красоты и спорта. А жители республики могут увидеть сегодня прямую трансляцию Исэх-Олонхо на наших телеканалах и тоже почувствовать атмосферу праздника. Туяра Филиппова, Иннокентий Кривошапкин, Верхневилюйск.